смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. Глава Сосногорского района отчитался перед народными избранниками об итогах работы в 2018 году. В своем докладе Сергей Дегтяренко не только рассказал о том, что было сделано, но и поставил задачи на будущее. Свой доклад Сергей Дегтяренко начал с анализа финансовой ситуации в Сосногорском районе. В прошлом году доходы муниципалитета составили 1 миллиард 253 миллиона рублей. Расходы – 1 миллиард 240 миллионов. Как и всегда, расходная часть бюджета имела ярко выраженную социальную направленность. В приоритетном порядке финансировались заработная плата бюджетникам. Напомню, бюджетники – это каждый третий работник района. В прошлом году зарплата учителей и воспитателей, работников культуры и спорта выросла в среднем на 11%. Говоря о финансовой ситуации, Сергей Дегтяренко озвучил задачу, решить которую необходимо в самые короткие сроки. А именно устранить разбалансированность бюджетов района и города. Управленческие решения прошлых лет по централизации власти, а также существенный перекос в объеме полномочий возложили на бюджет района слишком много обязательств. Судите сами. По итогам года на содержание и обеспечение работы социальных объектов направлен 1 миллиард 27 миллионов рублей. В общем объеме расходов это почти 83%. Оставшаяся часть, всего 17%, направляется на реализацию нескольких десятков полномочий района. При этом бюджет города решает только две, пусть и глобальные задачи. Это финансирование ЖКХ и благоустройство. Безусловно, я не считаю наведение красоты и порядка в городе неважным. Скорее наоборот, качество городской среды напрямую влияет на желание сосногорцев жить и работать в районе. Однако очень важно устранить перекос в обеспеченности полномочий финансами, иначе все позитивные решения, будь то высадка цветников или установка городской скульптуры, будут выглядеть как пир во время чумы. Одним из главных приоритетов остается социальная поддержка жителей. Все выплаты, начиная от поддержки жителей села и заканчивая помощью общественным организациям, сохранены. Продолжилось и решение жилищного вопроса сосногорцев. 9 семей получили выплату для переезда из районов Крайнего Севера. В новые квартиры переехали 2 молодые семьи, 1 житель с инвалидностью и 7 сосногорцев из категории «Дети-сироты». Свои жилищные условия в прошлом году улучшили 56 жителей нашего района. Особое внимание муниципалитет уделяет и поддержке малого и среднего бизнеса. Сегодня в районе насчитывается 3 средних и 41 малое предприятие, а также около 1000 индивидуальных предпринимателей. По итогам 2018 года бизнес перечислил в бюджет района 53 миллиона рублей налогов. В свою очередь муниципалитет оказывает несколько видов поддержки. Результаты показывают, что запросы бизнеса меняются. От традиционной финансовой поддержки мы постепенно переходим к имущественной и информационной. Это во многом связано с условиями предоставления субсидий, которые продиктованы законодательством. Главная задача на 2019 год – чутко реагировать на изменения ситуации и адаптировать наши возможности под потребности бизнеса. Еще одна важная часть доклада – инвестиционный климат. В прошлом году в муниципалитете реализовывалось 9 проектов. 2 из них – капитальный ремонт дороги к ЦРБ и строительство бассейна успешно завершены. Еще 2 крупнейших инвестпроекта на стадии завершения. Это строительство вокзала и тепличного комплекса. Как и в предыдущие годы, основную часть инвестиций составляли средства предприятий в развитие своего производства. Размер капиталовложений составил 3 миллиарда 936 миллионов рублей. Наряду со стратегическими целями у муниципалитета есть и текущие задачи, подчеркнул Сергей Дегтяренко. Говоря о жилищно-коммунальном хозяйстве, глава отметил, что прошлый год для района стал первым годом реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды. Благодаря ей были благоустроены 2 общественные территории в Сосногорске и Нижнем Одессе, 8 городских дворов и по 1 в Нижнем Одессе и Войвоже. Планы на 2019 год уже реализуются. Благодаря четкой работе в прошлом году финансирование увеличено в 1,5 раза. В Сосногорске будут благоустроены 2 общественные и 2 дворовые территории. В Нижнем Одессе 1 общественная и 2 двора. В Войвоже будет благоустроено 2 двора многоквартирных домов.
В 2018 году продолжился капитальный ремонт многоквартирных домов. За год удалось отремонтировать 10 в Сосногорске, Нижнем Одессе и Войвоже. По 7 адресам проведен капитальный ремонт кровли, а в 2 домах отремонтированы системы отопления. И еще в одном – сети холодного водоснабжения. Число домов, которые будут отремонтированы в 2019 году, возросло до 13. Увеличилось также количество видов работ на доме и их стоимость. Например, в доме по адресу 40 лет Коми 7 в Сосногорске запланирован ремонт сразу всех внутридомовых систем. Это и горячее водоснабжение, и водоотведение, электроснабжение и отопление. Продолжались работы и по дополнительному освещению пешеходных переходов. Таковых было 6. С учетом аналогичных работ в прошлые годы в городе улучшилось освещение 12 пешеходных переходов. Эта работа позволяет снизить аварийность на дорогах и повысить комфорт водителей и пешеходов. В 2019 году работа продолжится. В планах освещение перекрестка Нагорная, Оплестина, Первомайская и 2 перекрестков возле Сквера Победы. Кроме того, в городе выполнен ямочный ремонт дорог на сумму почти в 9 миллионов рублей. В Нижнем Одессе на дорожную деятельность было направлено почти 7,5 миллионов. 5 миллионов 200 тысяч рублей. Это средства гранта главы Республики Коми за лучшее благоустройство улиц и дворов в зимний период. В Войвоже на мероприятия в сфере безопасности дорожного движения израсходован 1 миллион 200 тысяч рублей. Одно из важных нововведений прошлого года – мусорная реформа. Регоператор приступил к работе в ноябре, но этому предшествовала большая подготовка в муниципалитете. Вместе с этим началось и создание системы раздельного сбора отходов. Сегодня в городе установлена 21 контейнерная площадка. Радует, что в прошлом году в Сосногорске удалось наладить механизм муниципального контроля за состоянием контейнерных площадок. За год выдано 27 предупреждений о привлечении к административной ответственности. Подавляющее большинство предупреждений были выполнены в установленные сроки. Главная их цель не штрафы, а чистый город. Муниципальный контроль будем продолжать. К сожалению, вопрос чистоты в переходный период реформы ТКО стоит достаточно остро. Рассказал Сергей Дегтяренко и о развитии сельских населенных пунктов. Прошлым летом впервые за несколько лет возобновился ремонт пожарных водоемов. За счет средств бюджета были восстановлены объекты в Керках, Поляне и в Устюхте. В деревне Пожня в рамках народного бюджета выполнен ремонт участка дороги и перехода через реку Пожня-Йоль. В течение года проводились аварийно-восстановительные работы на водопроводных сетях поселков Поляна и Вис. Также завершилась разработка проекта на строительство водозаборной скважины в Поляне. Одним из наиболее насущных вопросов для жителей сельских населенных пунктов остается содержание поселковых электросетей. Наряду с заменой перегоревших ламп муниципалитет выполнял работы по установке дополнительных светильников. В поселках района в прошлом году появилась 21 новая светоточка. На сегодняшний день все имеющиеся опоры обеспечены светильниками. Но проблемы с освещенностью остаются. Главная сложность в необходимости строительства новых линий электропередач. Это проблематично не только с финансовой точки зрения, но и с учетом имеющихся коммуникаций. Задача требует системного подхода. И решать ее надо с участием депутатского корпуса и ресурсоснабжающих организаций. В прошлом году удалось наладить систему выездных встреч с жителями поселков. Практика социального десанта продолжается и в этом году. Активно в таких выездах участвуют и депутаты. Задачей повышенной важности остается содержание и ремонт муниципального жилья. Общая стоимость расходов на это направление – 2 миллиона рублей. В рамках содержания ежегодно проводятся нормативные работы в домах без управления. В рамках ремонта жилья в прошлом году выполнены работы по 8 адресам. Говоря о сфере образования, глава района отметил, что все достижения прошлых лет сохранены. Очередь в детсады отсутствует, школьники учатся в одну смену, а самые маленькие из них по пятидневке. На укрепление материально-технической базы было направлено более 13 миллионов рублей. При этом отрасль была нацелена на привлечение дополнительных финансов за счет участия в различных конкурсах и грантах. Так, например, в прошлом году 2 школы района, это 5-я Сосногорская и 2-я Нижнеодесская,
выиграли грант «Лукойла» и получили средства на обустройство уличных спортивных площадок. Детский сад деревни Пожня сумел привлечь дополнительные средства на приобретение костюмов и музыкальных инструментов для проведения семейных мероприятий. А Нижнеудовский центр дополнительного образования выиграл грант на приобретение оборудования для развития кванториума. Школы и детские сады района активно участвуют в федеральных и республиканских программах. Благодаря этому, например, в Ирайольской школе появился новый комплекс уличных спортивных сооружений. В кадетской школе реализован народный проект по обустройству лазерного тира. Для 5-й Сосногорской школы получен новый автобус для перевозки школьников. Продолжается и сотрудничество школ с социально ориентированными компаниями. В рамках партнерского договора был проведен частичный ремонт кровли начальной школы детского сада в Малой Пере. При этом сделать предстоит еще очень много. В первую очередь привести в нормативное состояние здания школ и детских садов. В прошлом году впервые за много лет мы начали капитальный ремонт учреждений образования. Средства на ремонты пришлось найти в местном бюджете. Благодаря этому в школе номер 2 капитально отремонтирована кровля, а в школе номер 5 заменены окна в кабинетах начального звена. Задача на 2019 год – капитальный ремонт крыши детского сада номер 11 не только поставлена, но уже и выполнена. Отрасль культуры получила в прошлом году новый толчок для развития. Благодаря участию в различных отраслевых программах удалось привлечь в район 500 000 рублей в рамках федерального проекта «Местный дом культуры». Эти средства направлены на приобретение уличного сценического комплекса. Еще один проект победил в отборе народного бюджета. На сумму 300 000 рублей приобретены костюмы для творческих коллективов района. В течение 2018 года проводилась кропотливая подготовительная работа для запуска новых проектов, которые запланированы на 2019 год. Благодаря вниманию Министерства культуры, профессиональной и четкой работе Сосногорского отдела культуры, наш район включен в национальный отраслевой проект. В его рамках в 2019 году планируется комплексная модернизация городской детской библиотеки. В наш бюджет направляется 5 миллионов рублей из федерального центра на эти цели. В настоящее время ремонтные работы уже начались. В прошлом году муниципалитету удалось договориться с профильным министерством о включении в региональную инвестпрограмму строительства нового досугового центра в селе Устюхта. Итогом года культуры стало увеличение количества жителей, участвующих в различных мероприятиях. А вот главным событием в спортивной жизни района стало открытие плавательного бассейна Аюва. Как отметил глава, это стало важным этапом планомерной работы по развитию спортивной инфраструктуры муниципалитета. Продолжилось и укрепление базы спортобъектов. Так, в Ледовом дворце «Звездный» впервые за много лет привели в порядок главную арену. Благодаря победе в конкурсе социальных объектов удалось оснастить тренажерный зал «Фока» специальным оборудованием для людей с инвалидностью. Наши главные задачи на ближайшую перспективу – обеспечить бесперебойную работу объектов спорта. И успехи в этом направлении есть. Количество жителей, выбирающих активный образ жизни, ежегодно растет. В 2018 году регулярно занимались спортом 15,5 тысяч сосногорцев. Пристальное внимание мы уделяем детям и подросткам. 94% всех школьников района успешно посещают различные секции. Завершая доклад, Сергей Дегтяренко отметил, что планы на 2019 год были намечены задолго до его начала и обнародованы сразу после утверждения годового бюджета. В числе приоритетных задач – продолжение курса на участие в федеральных и региональных проектах и выполнение обязательств по социальной поддержке жителей. Влада Гришаева, Андрей Калиничев, Елена Двожик, Павел Дурников, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Отчет главы района депутаты решили признать удовлетворительным. Затем народные избранники обсудили и приняли еще ряд важных для муниципалитета решений. Каких именно, мы расскажем в нашей следующей программе. В Сосногорском районе почтят память павших защитников Отечества. Жители и гостей района приглашают принять участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби.
22 июня в 4 часа утра в Сосногорском сквере Победы состоится акция «Свеча памяти», в рамках которой все желающие смогут зажечь свечи в память о беспримерном мужестве и героизме воинов и тружеников тыла, ценой своей жизни подаривших нам мир. Приближается скорбная, можно сказать, дата, 22 июня, День памяти, День скорби. Жители Сосногорского района активно принимают участие в митинге, посвященном 22 июня. Районный совет ветеранов призывает всех жителей города Сосногорска принять участие в этой акции. Приходите, пожалуйста, в 4 часа утра в сквер Победы. Затем здесь же, в сквере Победы, в 11 часов для воспитанников детских оздоровительных лагерей пройдет торжественное мероприятие с возложением цветов. В полдень эстафета памяти будет передана деревне Пожня. Именно там впервые пройдет всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть памяти», которая стартует в рамках подготовки к 75-летию Победы. Во всех регионах страны будет взята горсть земли с мест воинских захоронений в специальные контейнеры «Солдатские кисеты». Они будут переданы в историко-мемориальный комплекс главного храма Вооруженных сил в Москве. Напомним, в деревне Пожня находится единственное воинское захоронение на территории Сосногорского района. Всего по республике таких памятных мест 8. Память-то нужно хранить, конечно. Это ведь единственное там в нашем районе, наверное, воинское захоронение. Вот, участников войны, тут останки участников войны захоронили. Если придут туда много людей, да еще молодежь придет, то будет сохранение памяти. Да, и будут брать горсть земли и везти там в Москву. По-моему, это нужно, если для сохранения памяти именно. Напомним, в деревне Пожня покоится прах Гавриила Хозяинова, отдавшего свою жизнь за родину в ожесточенных боях на Синявских высотах при обороне Ленинграда. Извещение о его гибели пришло в Пожню 27 октября 1943 года, но сведений о месте захоронения в похоронке указано не было. Его останки были найдены весной 2009 года в ходе акции «Вахта памяти» и перезахоронены в деревне Пожня. Гавриил Хозяинов – единственный защитник из Сосногорского района, кого удалось разыскать и посмертно вернуть на родную землю. В завершении выпуска о погоде. По вине циклонов она остается неустойчивой. После небольшого перерыва в пятницу в выходные дни наш регион вновь попадет под влияние очередного циклона со стороны Скандинавии. В большинстве районов пройдут дожди. С юго-западным ветром начнет поступать теплый воздух. Дневная температура повысится до 25-28 градусов. Но уже в воскресенье ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Температура понизится на 3-5 градусов. На большей части территории в оба дня температура прогнозируется относительно ровной, в пределах 15-20 градусов. На сегодня это вся информация. Новая уже в следующих выпусках нашей программы. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.